Роберт Михакович не первый раз с нами встречается. Он приезжал и очно, и работал с нашими школьниками, учителями несколько лет назад, когда мы школу проводили. Ну, когда мы ушли, это было пару лет назад. Когда мы ушли в дистант, это стало намного проще. Роберт Михакович работает в Нальчике, у него огромнейший опыт работы со школьниками старших классов. Он, по-моему, имеет какие-то регалии в заочной физико-технической школе при МФТИ, если я не ошибаюсь. Если я ошибусь, то подскажете. Вот им разработано, читаю, что он почетный работник. Так, подождите, сейчас, секундочку. Значит, Роберт Михакович, поскольку у нас первый раз на нашей, такой вот дискуссии, он обладает таким интересным званием, как победитель всероссийского конкурса учителей математики и физики в номинации «Наставник будущих ученых» в 2008 году фонда Дмитрия Зимина. Имеет почетную грамоту правительства Кабардино-Балкарской республики за подготовку призеров регионального этапа в СОЖ. Имеет более 50 публикаций по математике, моделированию гидрогеологических, акустических, метеорологических процессов в атмосфере океании и по методике преподавания математики, физики, информатики. У него есть сборник задач по математике, подготовка к ЕГЭ и ДВИ. Ну и, в общем, все это говорит о том, что сегодня будет интересный доклад. Он очень интересно докладывает, всегда рассказывает нам, наши коллеги знают Роберта Михаковича. Но те, кто не знает, я вот постаралась представить. Роберт Михакович, вам меня слово. Слышно, да? Да, меня слышно и видно, да. Перехвалили меня, конечно, спасибо. Здравствуйте, коллеги. Владимир Николаевич, очень рад вас видеть в добром здравии. Спасибо, равномерно и симметрично. Значит, у меня такой доклад несколько необычный. Вот, есть диапазон применения того, что я вам показывал, охвата от начальной школы и до серьезных олимпиад. Вот, я подобрал такие, вообще я их коллекционирую, подобрал такие задачи, в которых эффект, как я назвал, Бигфордова шнура. Вот, есть какая-то огромная, большая там лента какая-то, и при помощи каких-нибудь нехитрых манипуляций эта лента начинает, как Бигфордов шнур, начинает сгорать. Вот, и на ваших глазах это все сгорает или взрывается. Ну, образно вот такие конструкции. Вот, заранее прошу, вы посмотрите, если кто еще пополнит мою коллекцию таких конструкций, буду очень, очень признателен вам. Вот, теперь я включу презентацию. Сейчас. Где эта презентация? Сейчас мы найдем. Ну, пока эта презентация готовится, я несколько устных вещей скажу там. Вот. Первое такое, допустим, для самых начальных, для начальных классов, допустим, задача такая: найти сумму всех чисел, там, целых чисел от минус n до n. Вот. Ну, для начальных классов это интересно, потому что если они будут там подряд складывать, ну, конечно, должны быть знакомы они с отрицательными числами. Вот. Ну, да, ясно, что так впрямую не надо их складывать, а надо там положительное, отрицательное. Если сложить, все превратится в ноль. Вот. Ну, аналогичная конструкция – это вычислить произведение всех целых чисел от минус какого-то числа до плюс какого-то числа. Опять вроде огромная конструкция, но если заметить, что там посередине, там где-то между ними есть 0, ясно, что произведение равно нулю. Вот. Это видно, это, да? Это, да, видно. Да. Ну, следующий тоже известный очень факт, это вот
арифметическая прогрессия, допустим, вычислить сумму всех целых чисел, допустим, от единицы до 10, ну, человек незнакомый, ребенок незнакомый с этой конструкцией, может быть, начнет их подряд складывать, но если заметить, что суммы первых и одинаковых чисел с разных сторон одинаковые, вместе получается одно и то же число, 1, 100, 2, 99 и так далее, то опять же вся эта конструкция схлопывается в 50 одинаковых чисел, равных 101. А если взять нечетное число, ну там единственное без пары останется вот этот 50. Вот. Ну и тоже вот вся конструкция схлопывается. Вот следующая конструкция, это такая а плюс b на а в квадрате плюс b в квадрате на а в четвертой плюс b в четвертой и так далее. Там надо вот эту конструкцию поджечь. Зажигалка является просто а минус b. Если взять эту конструкцию, умножить на а минус b, вот, ну, здесь вот в презентации видно, то Цепочки, да. то по цепочке все это начинает сгорать, и в конце концов остается там разность квадратов, там хорошо видна. Вот. Ну, на этой конструкции можно вот тут сконструировать задачи там для этих олимпиад разной сложности. Допустим, взять там 2 плюс 1, 2 в квадрате плюс 1 и так далее, 2 в четвертой плюс 1 и вычислить. Вот. Ну и очень оригинально, если там решение, надо взять и просто эту конструкцию умножить на единицу. Казалось бы, ничего не изменится, а вместо единицы пишем 2 минус 1, и опять все начинает сгорать уже. Вот. Ну, чуть-чуть посложнее взять и вот 2 и 1 прибавить, 3 получится, там 2 в квадрате плюс 1 получится 17. Вот. Ну и вычислить вот такое. Ну, здесь вот я до n равное 8 взял, там сложил просто. Вот. Ну и тоже вот для каких-нибудь там школьных олимпиад или еще каких-то там занятий очень, на мой взгляд, интересная конструкция. Вот. Ну, аналогично у нас вот геометрическая прогрессия тоже. Вот, тоже сворачивается все в формулу. А как свернуть? Просто умножить. Можно умножить и поделить на x минус 1. Вот. Если раскрыть скобки, то все лишнее там опять начнет сокращаться все. И останется первый и последний x в степени n и единица. Простите, пожалуйста, вы не могли бы прочитать показатели, а то плохо видно. Ну это геометрическая прогрессия. X в степени n минус 1, n минус 2 и так далее, и до единицы. Может быть, немножечко просто сделать побольше, если получается ее увеличить по размеру, если получается. Я не знаю, в каком формате она сделана, поэтому... Нет, не получается. Нет, ну хорошо. Вот. Ну а вообще-то вот эта конструкция, геометрическая прогрессия, мы всегда привыкли, что это вот у нас геометрическая прогрессия. А если ее записать по-другому, вот как тут внизу написано, вот x в степени n минус 1, то есть разность x в любой степени минус единицы можно разложить вот таким образом на множители. Вот, в таком виде у нас сумма n членов геометрической прогрессии не очень известна. Вот. Следующее. Ой, что у нас тут? Следующее. Да. Вот это следующая конструкция, косинус угла на косинус двойного угла, на косинус четвертого, ну и так далее. Вот эта тема, которую я сейчас докладываю, рассказываю, она как раз из этой конструкции у меня выкристаллизовалась эта тема. Вот, когда я впервые увидел, как с такой конструкцией работает, то есть здесь, если воспользоваться формулой синус двойного угла, ну, типа 2 на синус альфа на косинус альфа. Это синус двойного угла. Отсюда будет синус альфа на косинус альфа. Это 1/2 синус двойного угла. Вот если эту конструкцию поджечь, если умножить и поделить на синус угла, вот, она начинает эффектно гореть, и каждый раз синус на косинус превращается в синус двойного угла, а там рядом стоит косинус двойного угла. Ну и так вот постоянно это все начинает сгорать. Вот, и получается в конце концов единица на 2 в степени n на синус альфа и на синус 2 в степени n альфа. Вот это все у меня
я был настолько поражен, как эта вся конструкция сгорает, интересно, вот, что начал искать еще такие конструкции. И у меня такая целая коллекция получилась. Вот, давайте следующую рассмотрим. Да, вот следующая конструкция, это такая, не произведение, а сумма. Косинус 2 альфа плюс косинус 4 альфа и так далее. Вот. И тоже, если эту конструкцию умножить на синус альфа, то получается выражение, которое вы в скобке видите, все промежуточные синусы у нас будут сокращаться, и останется только синус альфа и последняя слагаемая синуса. Дальше уже разные синусы формулы применяем. И тоже получается вот такая конструкция, что сумма косинусов, у которых угол в 2 раза увеличивается, вот таким образом у нас собирается. Вот. И тоже на синус, если умножить, все начинает сгорать. Вот это вот при вычислении суммы n членов ряда в высшей математике встречалась такая конструкция. Вот, единица на 2 на 3, единица на 3 на 4 и так далее. Но если сначала лемму рассмотреть, вот, сверху лемма, единица на n минус единица на n плюс 1, получается а на n плюс а. Ну, видно, да, надеюсь? Вот. Это видно. Да, то есть вот это, если а деленное на n умножить на n плюс а разложить на виде разности, то вот в частности вот это внизу, которая у нас сумма есть, единица на 2 на 3, единица на 3 на 4, если по этой лемме разложить, то опять все промежуточные числа начинают друг с другом уничтожаться, и остается только первое и последнее. И тоже все вот так вот сгорает все. Вот. Ну вот известная конструкция танец одного единицы на танец 2 градуса, на танец 3 градуса и так далее, 89 градусов. Вот если заметить, что танец 89 градусов, это есть катанец 1 градуса, соответственно, танец 88 это катанец 2 градусов. У нас получается парой танец угла умножить на катанец того же угла. Единственное, без пары останется посередине танец 45 градусов, ну тоже единица. То есть эта конструкция тоже очень красиво вот так сворачивается. Ну, аналогично можно, наверное, с катанецами, да, написать катанец 1 на катанец 2 и так далее. Ну и вот как вариант логарифм танца 1 плюс логарифм танца 2 и так далее. Сумма логарифма, они все в один логарифм залезают, и тоже получается такая же конструкция. Вот. Значит, сейчас я посмотрю. Ну вот это вот аналогичная конструкция, только ну, это немножко шуточная такая. Логарифм от танец 1 умножить на логарифм от танец 2 и так далее, вычислить вот это. Здесь, казалось бы, произведения логарифмов, такой формулы нету, и поначалу можно растеряться, но если заметишь, что там посередине танец 45 градусов, логарифм которого танец равен единице, логарифм равен нулю, ну, ясно, что все это в ноль превращается. А поначалу, когда смотришь, так обескураживающе получается, что вроде произведения танца ничего не сделаешь. Вот. А вот эта задача, она уже более серьезная, она была на Московской математической, я вот недавно ее только нашел, эту конструкцию, вот, на Московской математической олимпиаде, вот тут тангенс умножить на тангенс, казалось бы, такой формулы нету, но если вспомнить формулу тангенс разности углов, вот, это тангенс x минус тангенс y на единицу плюс тангенс x на тангенс y. Отсюда можно найти, отсюда можно вывести как бы формулу для произведения тангенса. Вот, получилось, что тангенс x на тангенс y это тангенс x минус тангенс y делить на тангенс разности. Если вот эту формулу применить к нашей задаче, то опять получается там куча единичек и
опять промежуточные все таненсы начинают сокращаться, и остается только таненс, там последний какой-то n альфа, деленный на таненс альфа. Ну, эта задача на самом деле, она на Московской математической олимпиаде была такая: вычислить при альфа равен π, деленное на 47. Вот. Ну вот если π, деленное на 47 там подставить, получается как раз 2020 π на 47. И там по формуле приведения оно легко упрощается. Вот. 2020 π на 47 легко там простить, и получается минус 2021, то есть следующий год. Вот. Ну и напоследок вот такая, значит, ну не знаю, в школе почему-то эту формулу не особо жалуют, что если два логарифма перемножаются и основание одного логарифма равно логарифмируемому числу другого выражения этого логарифма, то вот это вот, ну, там логарифм по основанию а от b, логарифм по основанию b от c. Эти b как бы сокращаются, и получается логарифм по основанию а от c. Это на самом деле формула логарифм перехода к новому основанию. Если там от дроби избавиться, получится вот такая конструкция. И вот если рассмотреть вот этот 11-й пример, там логарифмы 2 от 3, 3 от 4, 4 от 5 и так далее. Если применить эту формулу, все промежуточные эти числа, тройка и тройка, четверка и четверка, все они как бы сокращаются. И остается только основание, которое было у первого логарифма, и логарифмируемое выражение у последнего логарифма. Вот. Ну вот в таком телеграфном режиме я привел эти конструкции. Если кто-нибудь найдет аналогичную конструкцию, очень прошу вас мне написать на мой электронный адрес, который там впереди был. Буду вам очень признателен. Так, а где она? Ой, а тут нету, да? Ну, Можно в чат написать. В чат да. можно написать, в чат. Сейчас напишу в чат. Угу. Так, сейчас английский, да? Английский, да, сейчас. Угу. Угу. Роберт Г. Газарян и Рамблер, да? Угу. Угу. Все правильно. Да. Все. Угу. Все. Угу. Ну, на этом все. Если есть какие-то вопросы, постараюсь ответить. Думаю, особых вопросов нет. Все это известные вещи, правда, но они так собраны. У них одинаковый характер, как говорится, одинаковые конструкции какие-то, которые я назвал Пикфордом шнуром. Спасибо, Роберт Михакович. Вопросы, конечно, будут. Вы зря думаете, что нам не о чем вас спросить. Да. Инна Евгеньевна, пожалуйста. Можно получить презентацию, потому что я не все успела зафиксировать. Да, конечно, да. Как куда мне ее послать? Вот можно прям в чат положить, можно мне на почту отправить. Мы в любом случае пишем, когда, ну, рассылаем участникам семинара материалы, прикладываем туда материалы прошлых семинаров.